трамвайный анекдот и академический институт. Лев Гумилев считал, что создал не только новую теорию, но даже новую науку — этнологию, которая отличалась от общеизвестной этнографии. Термин «этнология», как синоним этнографии, был и прежде хорошо известен в континентальной Европе. В Северной Америке эта наука называлась культурной антропологией, в Англии — социальной антропологией. Этнография складывалась в XIX веке как наука об отсталых или примитивных обществах и культурах. Затем этнографы начали изучать традиционный быт простонародья, почти смыкаясь с фольклористикой. Этнографы десятилетиями изучали быт и нравы, описывали традиционную одежду, жилище, кухню. Но Гумилев ставил перед своей этнологией совсем другие задачи. Именно она должна ответить на третий вопрос пассионарной теории этногенеза – как этносы взаимодействуют между собой. Этнология должна изучать сам этногенез как природный процесс, этническую историю, взаимоотношения этноса с ландшафтом и заниматься этнической диагностикой, то есть исследовать, определять большую или меньшую близость этносов друг к другу. Этнографы гумилевскую этнологию не признали, хотя сам термин «этнология» к началу 90-х стали употреблять гораздо чаще. В конце концов, даже академический институт этнографии переименовали в Институт этнологии и антропологии. Но к научным работам Гумилева там относились с пренебрежением. По словам Виктора Шнирельмана, главного научного сотрудника института, Гумилев, создавая свою теорию межэтнических контактов, опирался не на научные данные по нормативной и поведенческой антропологии, а на трамвайный анекдот, основанный на расхожих стереотипах. Речь о том самом анекдоте, который Гумилев не только рассказывал на лекциях, но даже цитировал в научных работах. Смысл его в следующем. Люди разных национальностей, то есть разной этнической принадлежности, в одних и тех же обстоятельствах будут вести себя по-разному. Если в трамвай, где едут русский, немец, кавказец, в более раннем варианте Гумилев уточнял армянин и татарин, войдет пьяный и начнет безобразничать и хамить пассажирам, то русский будет пьяного уговаривать, татарин не станет вмешиваться, немец остановит трамвай и вызовет милицию, а кавказец просто даст в зубы. Крепко даст, уточнял Гумилев в одной из своих телевизионных лекций. Если бы Гумилев и в самом деле считал такой эпизод доказательством, даже говорить о гумилевской теории межэтнических контактов не стоило бы. Но для Гумилева трамвайный анекдот никогда не служил доказательством. Это была только эффектная, узнаваемая и весьма наглядная иллюстрация, не более. Гумилев создал свою теорию на совершенно другом материале. Но вот однажды, просматривая новости в интернете, я наткнулся на заметку о происшествии, пусть не в трамвае, а в маршрутке. Дело было 24 июня 2011 года в городе Липецке, около 3 часов дня по местному времени. В маршрутку номер 359 вошел молодой человек с банкой пива. Вскоре он заснул, банка выпала из его ослабевших рук, и пиво начало заливать пол. Пассажиры на это безобразие реагировали вяло, но вот водитель-кавказец остановился, зашел в салон и начал избивать пьяного пассажира. Под горячую руку попала даже пассажирка, которая попыталась успокоить развоевавшегося водителя. Я не считаю случай репрезентативным, ведь дело могло быть не в стереотипе поведения, а только в индивидуальных особенностях водителя-кавказца. Надо анализировать не один случай, а десятки, лучше сотни таких же или похожих конфликтов. Но согласитесь, что события в этой истории развивались в точности по трамвайному анекдоту Льва Гумилева. Часть 13. Самая страшная книга Гумилева. В этнографию Гумилев зашел как бы с черного хода.
Этнографы изучали современные народы, а Гумилев — историю этносов, в большинстве своем уже исчезнувших, то есть занимался сугубо академическими фундаментальными исследованиями. Правда, его академическое исследование сейчас страшно читать. В 1974 году в издательстве «Наука» под грифом Института востоковедения Академии наук СССР вышла новая книга Гумилева «Хунны в Китае». История создания этой книги и ее место в научном наследии Льва Гумилева не вполне ясны даже его почитателям. С одной стороны, «Хунны в Китае» — прямое продолжение «Хунну». Гумилев начинает там, где остановился в 1960 году. Раскол хуннов во II веке нашей эры, победы сяньбийцев над хуннами и упадок древнего Китая, который так и не смог насладиться плодами победы над врагом, 500 лет угрожавшим его границам. Окончание хуннов в Китае — прямой переход к древним тюркам, гибель химерной империи Тоба-Вэй, конец древнего Китая и конец древнего кочевого мира освободила сцену для новой исторической трагедии. Исчезли старые декорации, погибли почти все герои, появилось пространство для новых. Вскользь сказано даже о героях будущей пьесы, например, о полумифическом Ашине, который откочевал с отрядом соплеменников на Алтай. Его потомки создадут тюркский каганат. Хунны в Китае написаны позже других частей степной трилогии, тетралогии, хотя Гумилев начал собирать материал для будущей книги еще в лагере. 30 июля 1955 года он писал Эмме Герштейн, что довел историю Срединной Азии до X века нашей эры. Значит, события IV-V веков, время действия хуннов в Китае, в лагерных черновиках отчасти хотя бы отражены, но в середине 50-х в распоряжении Гумилева не было его этнологической теории, да и многие данные предстояло еще перепроверить. По словам самого Гумилева, за хуннов в Китае он взялся после поисков вымышленного царства, то есть в 1970 году. Работал он тогда очень быстро и писал очень много, но книга надолго застряла в издательстве. Редактор Кунин несколько раз заставлял Гумилева переделывать книгу и несколько сократил ее. Наталья Викторовна и много лет спустя вспоминала, как издевался над ее мужем проклятый редактор, а сам Лев Николаевич жаловался: очень трудно мне было ее печатать, потому что редактор «Восток-издата», которого мне дали, Кунин такой был, он издевался надо мной так, как редактора могут издеваться, чувствуя свою полную безопасность. Читатель уже знает, что словам Гумилева не всегда можно верить. Лев Николаевич вообще не любил, чтобы его редактировали. В конце 80-х Гумилев говорил: «Я сам себе редактор». И друзья делали так, чтобы редактор только значился в выходных данных книги, но в текст не вмешивался. Кроме того, Лев Николаевич искренне считал себя гонимым ученым, а потому и в работе добросовестного редактора видел происки своих врагов. На мой взгляд, правка книгу не испортила, что признал и сам Гумилев в предисловии к «Хуннам в Китае». Новый образ книги радует сердце автора. Радует, признаюсь, и сердце немногочисленных читателей. «Хуннов в Китае» знают намного меньше, чем другие книги Гумилева. У многих просто не доходят до нее руки, ведь все спешат прочитать самое главное, то есть этногенез и биосферу, самое интересное, то есть Древнюю Русь и Великую Степь. Даже Хунну, кажется, больше привлекает внимание, хотя бы как первая книга Гумилева. Сергей Лавров едва упоминает хуннов в Китае, разумеется, рядом с Хунну. Обе книги показались ему отчаянно трудными из-за бесконечного потока совершенно незнакомых имен: Ван Ман, Цзун Ай, Тоба Гуй, Лю Юань, которого ни в коем случае нельзя путать с Ли Юанем, и еще десятки, если не сотни. В глазах европейца или русского все они сливаются в общий поток, кажутся неотличимыми, как лица самих китайцев. Между тем, хунны в Китае интересны не только востоковедам. Это первая монография Гумилева, посвященная межэтническим контактам и этническим химерам.
Научное значение книги выше, чем у всей степной трилогии, а для современной России она должна быть намного интереснее, чем Древняя Русь или От Руси до России. Надо вчитаться, чтобы понять эту увлекательную и очень страшную книгу. Химера на Хуанхэ. Если «Поиски вымышленного царства» были историческим детективом, то «Хунны в Китае» — античная трагедия, где роль безжалостного и неумолимого рока исполняют открытые Гумилевым закономерности. Стиль, как всегда, выдает в Гумилеве не только ученого, но и поэта. Схватка тибетского яка с сяньбийским тигром весьма благоприятствовала китайскому дракону, но этот неуклюжий ящер опять все прозевал. В основе композиции развернутая метафора пожара: тление, вспышка, костер, пожар, накал, полымя, три цвета пламени, зарево, огни гаснут, угли остывают, пепел. Речь о пожаре межэтнической войны, продолжавшейся больше 2 веков. В истории Китая эта эпоха называется 16 варварских царств. Все началось с массовой миграции кочевых племен. Французский тюрколог Рене Груссе сравнивал ее с великим переселением народов, погубившим Римскую империю. Гумилев считал, что миграция степняков была вынужденной. В III веке Центральную Азию поразила засуха, и кочевники, чтобы не умереть от голода и жажды, поселились на северной окраине Китая. Китайцы их приняли кисло, но хуннам и переселившимся позднее сяньбийцам-муюнам, древним монголам, деваться было некуда. Китайские чиновники обижали мигрантов, даже продавали в рабство. Чего церемониться с северными варварами? Зато знатные хунны получали китайское образование и приобщались к величайшей культуре Восточной Азии. Но китайцами они так и не стали, китайцев своими не считали. Китайский сановник Цзянтун писал, что варвары, переселившиеся в Китай, пропитаны духом ненависти до мозга костей. Кочевники до поры до времени терпели, ждали своего часа. Наконец хунны выбрали себе Шаньюя, правителя, и восстали. Обстоятельства складывались благоприятно. Великий Китай слабел от внутренних смут, дворцовых интриг и коррупции, всегдашней спутницы бюрократических империй. Китайцы в то время были народом многочисленным, но сравнительно инертным и невоинственным. Хунны победили и стали хозяевами огромной страны, и вот тут уж они дали волю своей ненависти. Опьяненные победами, они выместили на китайском населении свои обиды и принесли ему столько горя, что установление мира между народами, населявшими Срединную равнину, стало не только невозможным, но и неприемлемым для обеих враждующих сторон. Предводитель восставших хуннов Лю Юань не хотел резни. Он получил китайское образование, был не только доблестным, но и культурным человеком. Лю Юань хотел мира между китайцами и хуннами, говоря, что воюет не против китайского народа, а только против дурного правительства. Но его подданные рвались истреблять китайцев. Эту армию не надо было подталкивать и воодушевлять на бой. Ее просто было невозможно удержать, пишет Гумилев. Победоносные хунны создали хунно-китайское государство, а сам Лю Юань принял китайский титул вана, правителя, а затем объявил себя императором. Потомки мигрантов стали оккупантами. Ради развлечения знатных хуннов поля китайских земледельцев превращались в охотничьи угодья. Чиновник хун мог потребовать у китайца красавицу-дочь, быка или лошадь. Если тот отказывал, китайца всегда можно было обвинить в каком-нибудь уголовном деле и примерно наказать. Потомки Лю Юаня правили страной недолго. Вскоре хунны растеряли свою пассионарность, а с нею и свою древнюю доблесть, но не обрели мудрости и трудолюбия китайцев.
Через 2 поколения жизни в чужом климате, в чужом ландшафте, в окружении побежденного, но многочисленного и крайне неприятного для хуннов народа, этническая традиция хуннов разрушилась. Они уже не пасли скот, а жили за счет китайского населения. Моральные нормы были отброшены, шла стремительная деградация народа. Примером умственного и нравственного уродства был наследный принц Шисуй. Случалось, он приглашал на пир наложницу, которая пела, играла на лютне или плясала перед гостями, после чего их угощали ее мясом, украшенным ее отрезанной головой. Ни Китай до переселения хуннов, ни кочевья Великой Степи не знали ничего подобного. Царевич даже попытался убить отца, но его вовремя разоблачили и казнили. Гумилев всегда хуннам симпатизировал, оправдывал, превозносил их заслуги перед человечеством, от изобретения штанов до спасения западных стран от китайской угрозы. Но здесь и Гумилев вынужден признать, хунские мечи и голод превратили богатую долину реки Вэй, житницу Северного Китая, в обширное кладбище. В конце концов возмутились даже терпеливые китайцы. В 350 году, 46 лет спустя после восстания Лю Юаня, приемный сын императора китаец Жань Минь совершил переворот и позволил китайцам истребить хуннов и кулов, Цзэлу. Китайцы взялись за дело с таким энтузиазмом, что во время геноцида погибло множество китайцев с возвышенными носами. Жань Минь пошел навстречу своему народу, а у китайцев в то время была одна цель — изгнать северных варваров, оккупировавших Поднебесную. Но гибель южных хуннов не положила конец войне. На место хуннов и кулов пришли свирепые муюны. С запада в страну вторгались тибетцы, собственную империю попытались создать тангуты. Наконец из Сибири пришли племена Тоба, табгачи, родственные муюнам, но находившиеся под влиянием вовсе экзотичной для Срединной империи тунгусской культуры. Они даже носили косы, как тунгусы. Табгачи держались дольше других, потому что дольше сохраняли свое этническое своеобразие. Но и они в конечном итоге начали терять свою этническую традицию и деградировать, перестали обращаться к своим родовым духам и заполнили возникшую в психике пустоту пьянством. Этот порок поразил больше всего их, не имевших повода бунтовать против своего хана. В конце V века табгачи все больше забывали свои обычаи и перенимали китайские. Императрица Фэн установила при своем дворе китайские моды. Для детей знатных табгачей учредили школу с китайскими учителями. Табгачское государство становилось китайским. Процесс ускорил император Тоба Хун II. В 495 году он запретил родной язык, одежду, прическу. Табгачские имена менялись на китайские. Табгачам даже запретили браки с соплеменниками. Покойников запретили хоронить в степи. В сущности, Тоба-табгачи повторили судьбу хуннов, кулов и муюнов. Они исчезли как народ, пусть и не так мучительно, как хунны. Мультикультурная химера. Кто же виноват в этом кровавом кошмаре, продолжавшемся дольше 2 веков? Ответственность за разорение Северного Китая и гибель южных хуннов стоит возложить на Лю Юаня, который, увлекшись гуманистическими иллюзиями, не ведал, что творил, пишет Гумилев. Лю Юань был уверен, что китайцы и хунны могут жить в мире, стоит только установить разумный и справедливый порядок. Точно так же считал тангутский правитель Фуцзянь II. Фуцзянь II сказал своим приближенным в духе либерального гуманизма: «Китайцы и варвары — все мои дети. Будем обращаться с ними хорошо, и не возникнет никакого зла». Иноплеменников Фуцзянь II пытался задобрить, привязать к себе милостью и материальной заинтересованностью.
И все было хорошо до первого серьезного испытания. В 383 году Фуцзянь II начал войну с Южно-Китайской империей Цзинь, слабой и нежизнеспособной. Казалось, исход войны предопределен. Но огромная армия Фуцзяня состояла в основном из мобилизованных китайцев, которые после первой же неудачи просто дезертировали, разбежались. Битва на реке Фэй. Боеспособность сохраняли немногочисленные тангуты и сяньбийцы, но когда сяньбийцы восстали, Фуцзянь II отправил подавлять восстание сяньбийского же офицера, который тут же перешел на сторону повстанцев. Лоскутная империя распалась, а Фуцзянь II, древнекитайский, или точнее древнетангутский сторонник интернационализма и мультикультурализма, погиб в 385 году. Но в чем же ошибки этих умных, талантливых, справедливых правителей? Почему древнекитайский мультикультурализм окончился катастрофой? Идея торжествует лишь в том случае, если она верна, замечает Гумилев. Осуществление неверной идеи влечет за собой тяжелые последствия, особенно когда оно проводится последовательно. Фуцзянь II был человеком по тому времени образованным, но не профессиональным ученым. Это значит, что он был дилетантом. Ему были близки логические построения, а не иррациональная действительность, и он уверовал в то, что этническая принадлежность — рудимент, не актуальный в его просвещенном государстве. Но этнос — не рудимент первобытности, не миф, не выдумка и даже не социальное положение, наподобие сословия, которое можно сменить. Не только этногенез, но и межэтнические контакты определяются объективными законами, а не доброй или злой волей политиков, дипломатов, военных. Когда астрономы наблюдают близкое прохождение большой планеты и малого метеора, то их не удивляет, что последний, подчиняясь силе тяжести, либо падает на планету, либо становится ее спутником. И ни планета, ни метеор, ни законы тяготения не виноваты, потому что в природе нет места понятию вины. Но когда соприкасаются разные по быту и культуре этнические и суперэтнические целостности, разве может быть иначе? Воля и настроенность отдельных людей растворяются в статистических закономерностях этногенеза, отличающихся от законов природы только меньшей изученностью. Хунны, муюны, кулы и даже табгачи были несовместимы с китайцами. Разница стереотипов поведения вызывала в лучшем случае непонимание, а в худшем — отвращение. Например, у хуннов и вообще у всех степняков Центральной Азии того времени был обычай. После смерти старшего брата его жены переходили к младшему брату, а жены и наложницы отца после его смерти переходили к сыну, кроме, разумеется, матери. Китайцев такой обычай шокировал, они считали это легализованным инцестом. Когда молодой хунский Шань Юй и по совместительству китайский император начал посещать гарем своего отца, первый министр империи, китаец Цзиньжун, объявил, что император живет с собственными матерями, и поднял китайских патриотов на борьбу с потерявшим стыд варваром. Императора убили, его семью истребили. Степняки и китайцы жили как нервные, раздражительные и абсолютно чуждые друг другу соседи по коммуналке, только контакт на уровне этническом намного масштабнее и страшнее персонального уровня коммунальных споров. Жизнь двух и более враждебных друг другу этносов на одной и той же территории превращает государство и общество в химеру, образование нестойкое и опасное для людей в него входящих. Сам термин «химера», «химерная целостность», «химерная конструкция» Гумилев заимствовал из паразитологии. В этой науке химерной конструкцией называется сосуществование паразита и хозяина. Вероятно, сравнение все-таки не вполне удачное. Не обязательно один этнос эксплуатирует другой. Народы могут быть равноправны, как нации и национальности в бывшей Югославии, но положение этнической химеры от этого не станет прочным. Точнее, будет античное значение слова «химера» — сочетание несочетаемого.
огнедышащее чудовище с головой льва, телом козы и хвостом дракона, создание мрачное, злобное и нежизнеспособное. Химеры обычно появляются на границах суперэтносов, когда не только в одной стране, в одном государстве, это еще куда ни шло, но в одном регионе и даже бывает в одном селении живут представители народов друг с другом несовместимых. Жизнь в химерном государстве не обязательно тяжела. Например, в Югославии при Тито жили богаче, чем в соседней Болгарии, но страну раздирали межнациональные противоречия, которые и привели к развалу государства и кровавым столкновениям в Хорватии, Боснии, Косове. Распался железный обруч. Вообще-то отношения даже дружественных этносов могут быть конфликтны, ведь сами различия между людьми уже повод для ссоры. Вспомним известное нам осеннее письмо Глотова ко Льву Николаевичу, где есть еще и такие слова: «Вначале все эти не так даже милы, а потом начинают раздражать. Что за черт? Все не по-русски». К счастью, химера не единственная форма межэтнических контактов. Возможны и другие варианты. Ассимиляция, поглощение одного этноса другим, как правило, происходит при неконфликтном этническом контакте, но возможна ассимиляция даже в этнической химере, поглощение тех же табгачей в V веке китайцами. При пассионарных толчках возможна интеграция, создание нового этноса при слиянии нескольких старых. Наконец, Гумилев выделил еще две формы межэтнических контактов, при которых этносы не сливаются, но и не враждуют. Ксения, то есть гостья, и симбиоз. Ксения – нейтральная форма. Народы живут рядом, не сливаясь, но и не мешая друг другу, как шведы и финны в современной Финляндии, валлийцы и англичане в Уэльсе, русские и башкиры в Уфе. При симбиозе, положительной форме межэтнических контактов, возникают отношения дружественные, когда этносы не соперничают, а взаимно дополняют друг друга. Гумилеву представлялось, что симбиоз и ксения совершенно различны, хотя на самом деле их разделение – научная проблема, Гумилевым до конца не решенная. Более того, Гумилев допустил здесь логическую ошибку. Характер межэтнического контакта при химере или ксении определяется комплементарностью, но симбиоз, помимо положительной комплементарности, связан еще и с разделением труда. Негры-банту обеспечивают пигмеев железом, а пигмеи помогают банту ориентироваться в тропическом лесу. Земледельцы русские продают половцам зерно и покупают у них мясо и так далее. Но при чем здесь комплементарность? Это же нормальный товарообмен. А торговля преодолевает любые границы, даже связанные с комплементарностью. Если следовать логике, то своеобразный симбиоз был даже у китайцев с хуннами. Китайцы поставляли хуннам проса, а сами покупали у них лошадей. Между тем, комплементарность у этих народов была как раз отрицательной, что Гумилев и доказал. Вообще, сама идея гумилевского симбиоза очень напоминает комменсализм из сочинения русского этнографа Широкогорова. Хотя каждый из комменсалистов может быть независим один от другого, но они могут видеть и взаимную выгоду. Охотник может быть обеспечен продуктами земледелия в случае временной голодовки, а земледелец может иметь некоторые продукты охоты – мясо, меха, кожи и так далее. Примером таких отношений могут быть русские поселенцы Сибири и местные аборигены, а также этносы Южной Америки, уживающиеся на одной территории, земледельцы и охотники Бразилии. Если есть этносы, враждебные друг другу, а есть дружественные или, по крайней мере, нейтральные, значит, надо найти, что же именно возбуждает ненависть между народами. Межнациональная ненависть иррациональна. Стало быть, бессмысленно искать ее причины в экономических интересах коммерсантов и политических амбициях государственных деятелей. В двухвековой войне на Хуанхэ
не были заинтересованы ни северные варвары, ни китайцы, однако война шла и кровь лилась. Гумилев объяснял конфликт китайцев и степняков несовместимостью их стереотипов поведения, их этнических традиций. Одних защищал от врага род, других — государство. Сообразно всему накопленному и передаваемому из поколения в поколение опыту, кочевники и китайцы сложились в разные, не похожие друг на друга суперэтносы, с разными стереотипами поведения и разными системами отсчета повседневных идеологических понятий. Произнося такие слова, как верность, честность, дружба, благодарность и тому подобное, Хун вкладывал в них один смысл, а китаец другой. Гумилев прав. Даже семьи различаются между собой. Что же говорить о народах? Это явление, характерное и для древнего Китая, и для современной России, и, допустим, для Европы XIX века. В декабре 1867 года Федор Михайлович Достоевский с возмущением писал своему другу Аполлону Николаевичу Майкову о порядках и образе жизни в Германии и Швейцарии. «Нравы дикие! О, если бы вы знали, что они считают хорошим и что дурным!» Гумилев в своих теоретических трудах приводил множество примеров несовместимости стереотипов поведения. Греки презирали скифов за пьянство, а скифам были отвратительны греческие вакханалии. Крестоносцев возмущало многоженство арабов. Арабы считали европейских женщин бесстыдницами, потому что те не закрывали лица чадрой. Чужие обычаи раздражают, оскорбляют, но еще хуже другое. Различаются сами понятия хорошего и дурного, приемлемого и невозможного. И чем дальше этносы друг от друга, не географически, а этнопсихологически, тем напряженнее должны быть отношения между ними. Поэтому Гумилев и пишет, что контакты между суперэтносами чаще всего приводят к возникновению химер. Эпоха варварских царств не была исключением. Северные варвары не раз появлялись в Поднебесной, то как завоеватели, то как наемники или даже союзники. Но всегда их отношения с китайцами оканчивались плохо. Даже удачный, на первый взгляд, опыт первых 100 лет империи Тан привел Китай к беде, что и описано Гумилевым в лучших главах его монографии «Древние тюрки». Основоположники династии Тан-Ли-Юань, император Гао Цзун, и его сын Ли Шиминь, император Тайцзун, умели находить общий язык с северными варварами и привлекали боеспособных степняков в китайскую армию. Центральная Азия превратилась в резервуар великолепной боевой силы, из которого императоры Тан черпали наемников для бесконечных войн с тибетцами, корейцами, голубыми тюрками и уйгурами. Но нет для государства большей опасности, чем армия, укомплектованная инородцами. Для китайцев тюркские головорезы были ничем не лучше обычных варваров, а тюрки вели себя с мирным китайским населением, как с чужаками. Имперская гвардия, как говорят, быть может, и очень храбра на войне, но грубое варварство этих солдат с туфанями может сравниться вполне. Я слышу народа китайского стон, плывут мертвецы по великой реке, а женщин и девушек, взятых в полон, терзают от их деревень вдалеке, писал китайский поэт Дуфу. Степняки были недовольны, что образованные китайцы не давали им продвинуться по службе, и в 755 году взбунтовался танский военачальник тюркского происхождения Ань Лушань. Он занял обе столицы танского Китая — Лоянь и Чанянь, а его солдатня зверствовала над беззащитными китайцами. Война быстро превратилась в межэтническую. Солдаты знали, что они идут к захвату власти для защиты своих прав. Китайцы понимали, что идут варвары, которых надо истреблять. Единство империи лопнуло по шву. Своими силами подавить восстание не удалось, и китайцы вынуждены были пригласить для борьбы с повстанцами своего злейшего врага, уйгурского хана,
так что лекарство оказалось таким же страшным, как и сама болезнь. Победа над мятежниками стоила Китаю огромных жертв, а еще одно великое многонациональное государство доказало свою нежизнеспособность. Распался железный обруч империи Тан, и народы 150 лет, скованные им, разошлись, и каждый стал на свой путь развития, заключает Гумилев. Постскриптум. Но можно ли доверять востоковеду Гумилеву, которого синологи постоянно попрекали незнанием китайского и вольной интерпретацией источников? Слово специалистам. В 1976 году журнал «Природа» напечатал 2 рецензии на хуннов в Китае. Одну, исключительно положительную, почти восторженную, написал доктор географических наук Петров, другую — известный московский синолог Васильев. Киму Васильеву он только однофамилец. Васильев был к Гумилеву строже. Но, перечислив все недостатки книги, Леонид Сергеевич неожиданно заключил: это отнюдь не означает, что все в построениях Гумилева сомнительно и недостоверно. Как раз напротив, очень многое схвачено вполне точно, изложено достаточно убедительно и в принципе соответствует тому, как это реально протекало. В переводе с научно-дипломатического это означало: хотя Гумилев в синологии дилетант, но его выводы данным науке не противоречат. Васильев совершенно признал и главную идею книги — столкновение 2 культур, 2 традиций — кочевой и оседло-земледельческой, что трагично для обеих. Несовместимость их слишком очевидна, что и приводит к катаклизмам, к своеобразной аннигиляции этносов. В принципе, эта идея справедлива, выделена автором. Леонид Сергеевич, видимо, также вжился в историю китайского народа, как Гумилев в историю евразийских кочевников, и судил со своей китайской точки зрения. Поэтому он сделал оговорку: Гумилев неверно понял суть трагедии. Трагедия — это проникновение народного тела в социальный организм, то есть сама миграция кочевников. Их гибель или ассимиляция в Китае вовсе не трагедия, а неизбежный результат столкновения несовместимых традиций. Васильев оказался даже более жестким гумилевцем, чем сам Гумилев. Погибли народы и погибли. Таков закон. Часть 14. Комплементарность. Разве когда новичок переступает порог камеры, разве тут же, в первое мгновение, ты не даешь ему оценки в главном, враг он или друг? И всегда безошибочно, вот что удивительно, говорит герой романа Солженицына в круге первом. Взаимная симпатия или антипатия, часто необъяснимая с точки зрения разума, была известна всегда. Это свойство, несомненно, присуще самой природе человека, и не только человека. Гумилев, как и герои Солженицына, обратил внимание на это свойство в лагере. Еще в Норильске он с интересом заметил, как люди, прежде друг с другом незнакомые, иногда почему-то притягиваются друг к другу. Между ними возникает особая эмоциональная связь, появляется бескорыстная дружба. И еще, обратил внимание Гумилев, такая симпатия часто возникала между людьми одной национальности, а в некоторых случаях, например, у казахов, совпадала с родоплеменным делением. Аргын кушал с аргыном, найман с найманом. Люди, объединенные этой симпатией, которую Гумилев много лет спустя назовет положительной комплементарностью, помогали друг другу выжить. Солженицын констатировал: национальность едва ли не главный признак, по которому зэки отбираются в спасительный корпус придурков. Гумилев попытался это явление объяснить. Из наблюдений со временем вырастет гипотеза о комплементарности, пожалуй, самое интересное и самое ценное в научном наследии Гумилева. Положительная комплементарность — бессознательная, рационально необоснованная симпатия. Отрицательная комплементарность — точно такая же антипатия, не вызванная корыстными интересами.
Явление известно на всех уровнях, от персонального до этнического и даже суперэтнического. Собственно, она и проявляется в противопоставлении своих чужим. Она лежит в основе ксенофобии. Внутриэтническая комплементарность, как правило, полезна для этноса, являясь мощной охранительной силой, но иногда она принимает уродливую, негативную форму ненависти ко всему чужому. Идея комплементарности родилась из лагерных наблюдений Гумилева, из его вынужденных занятий полевой этнографией. Комплементарность фиксируется и в исторических источниках. Сам Гумилев блестяще доказал, что у китайцев с тюрками и монголами была отрицательная комплементарность. Но исследовать это загадочное явление трудно, и к тому же сам ученый не свободен от симпатий и антипатий. Ему приходится преодолевать и собственные чувства, и стереотипы. Иногда у Гумилева это получалось, ведь у него самого комплементарность с теми же китайцами была как раз положительной. В лагере он, как мы помним, охотно общался с китайцами и старался как можно больше у них перенять. Это не помешало ему оценить отношения китайцев и северных варваров объективно и справедливо. Но положительная комплементарность еще сыграет с ним не одну злую шутку. Гумилев не только ввел новое понятие, но и верный себе попытался объяснить его, открыть и понять его природу. В принципе, можно было ограничиться ссылкой на несходство и несовместимость стереотипов поведения, но ведь комплементарность, как Гумилев мог судить из своих лагерных впечатлений, иногда проявлялась еще до настоящего знакомства, при первых же контактах между людьми. Путь уводил исследователя или в мистику, или в дебри биологии и биофизики. Убежденный позитивист, он выбрал, разумеется, второе, используя понятие биополя, которое ввел в оборот российский биолог Александр Гурвич. Работы Гурвича не были ни паранаучными, ни бесперспективными, но они все-таки оказались в стороне от самых успешных и быстро развивающихся разделов биологической науки. Зато введенное Гурвичем понятие биополя каким-то образом, возможно, благодаря статье в Большой советской энциклопедии, пошло в народ и обрело неожиданную популярность у разнообразных экстрасенсов, эзотериков, шарлатанов и просто сумасшедших. Эти люди, далекие от биологии и химии и вообще не понимавшие смысла понятия поля, так часто и охотно использовали введенный Гурвичем термин, что в конце концов совершенно дискредитировали само понятие биополя. Теперь культурный и образованный человек, услышав это слово, невольно морщится. О биополях Гумилев узнал от своего давнего, еще с 30-х годов знакомого Бориса Сергеевича Кузина. Борис Сергеевич был русским ученым старой, еще дореволюционной культуры. Его интересы не ограничивались биологией. Кузин считал, что ученый, которому неведома одержимость прекрасным и в котором великие произведения искусства не вызывают более сильных переживаний, чем хороший обед, никогда не скажет великого слова в биологии. Помимо современных европейских языков, Кузин знал древнегреческий и латынь. После революции, когда латынь перестали преподавать, Кузин ходил заниматься к старому латинисту, потому что хотел читать Горация в оригинале. Кузин хорошо знал и современную литературу. Отправляясь в экспедицию, он брал с собой пару сборников Пастернака. С Мандельштамом Кузин даже подружился и попал из-за его злосчастного стихотворения в лагерь. Свой срок Кузин отсидел в Казахстане, где его вскоре оценили как незаменимого специалиста. В Казахстане Борис Сергеевич защитил докторскую диссертацию и стал так известен в научных кругах, что академик Несмеянов рекомендовал его директору Института биологии внутренних вод Папанину, тому самому легендарному полярнику, адмиралу, о котором в СССР сочиняли стихи и пели песни. Папанин был человеком смелым и независимым. Он пригласил Кузина на должность заместителя по научной работе. «Собирай бумаги и приезжай». «Да ведь паспорт у меня хреновый». «Хз с ним!
Бери хреновый паспорт и приезжай, вспоминал Кузин свой разговор с Папаниным. Должность заместителя директора института по научной работе Кузин занимал последние 23 года своей жизни. Гумилев возобновил дружбу с Кузиным только во второй половине 60-х. Первое сохранившееся письмо датировано январем 1966 года. Адрес Кузина Гумилев взял, вероятно, у Надежды Мандельштам, с которой Борис Сергеевич переписывался много лет. Лев Николаевич не без удовольствия приезжал в Барок, Ярославская область, где размещался Институт биологии. Папанин создал сотрудникам такие условия, что восхищенный Гумилев назвал их быт постпоместным. Из письма Гумилева к Кузину 17 июня 1967 года. «Дорогой Борис Сергеевич, уезжать от вас мне очень не хотелось. Было так хорошо, что и сказать нельзя. Вспоминаю о Барке, как Мильтон о потерянном рае. Спасибо вам, дорогой милый друг, за прекрасные дни, беседы и очарование постпоместной жизни». Разумеется, Гумилев ездил в Барок не отдыхать. Кузин после смерти Гурвича остался, если не считать зоолога Евгения Смирнова, единственным в СССР ученым, всерьез заинтересовавшимся теорией биологических полей. Он дал прочитать Гумилеву свою рукопись. Гумилев даже хотел помочь Кузину с публикацией этой статьи, но почему-то этого не сделал. Ее напечатают лишь в 1992 году в журнале «Вопросы философии», когда Бориса Сергеевича уже давно не будет на свете. Поле координирует действия сообществ организмов, от колонии клеток до сообществ животных, например, морских котиков, или тех же муравьев, выполняющих сложные работы по постройке гнезда, по воспитанию молоди, сбору и распределению пищи, совершающих набеги за чужими куколками и проводящих предварительную шпионско-диверсионную работу в чужом муравейнике. Впрочем, дальше пересказывать статью Кузина не стану. Она доступна в интернете, так что всякий желающий может ее прочитать и оценить. Гумилев попытался выжать из Кузина все, что было ценно для пассионарной теории этногенеза. «Без ваших мыслей я не могу обойтись», — писал он Кузину. «Теория биологического поля. Есть она у меня на вооружении, новая наука родилась. Нет, выкидыш». Но Кузину не нравилось, что у Гумилева к нему интерес не дружеский, а деловой, утилитарный. Они перешли на «ты», но со временем начали друг от друга отдаляться. Борису Сергеевичу было под 70, его взгляды на историю давным-давно сформировались, а Гумилев говорил нечто столь странное и непривычное, что казалось старому ученому ахинеей. Кузин в глаза посмеивался. «Ах, Лева, ведь все может быть совсем не так». А за глаза отзывался о Гумилеве довольно резко. Главная причина чуши, которую он несет, — отсутствие европейского образования, которым отличалось поколение моих учителей. Вести споры с людьми, знающими только то, что напечатано на русском языке, в лучшем случае еще и на английском, бесполезно и даже утомительно. Кузин советовал Гумилеву больше читать научную литературу, не только на французском и английском, но хотя бы еще на немецком, а Гумилева это только раздражало. Как ни странно, Гумилев оказался прав. Для своей пассионарной теории этногенеза Гумилев не почерпнул бы в тогдашней, да и в сегодняшней западной науке ничего ценного. Сама сфера исследований этноса, нации и национализма оказалась под таким подозрением у интеллектуальной элиты, что о свободе научного поиска европейским и даже многим американским ученым пришлось забыть. На Западе не было ничего подобного пассионарной теории этногенеза, что признали и немногочисленные европейские исследователи творчества Гумилева, например, Марлен Ларюэль. «Серебряные часы» и «Аркольский мост». Гумилев понимал, что идея поля недостаточно разработана даже в биологии. Он же, гуманитарий, никогда не смог бы ее доказать,
и все-таки решил использовать в качестве рабочей гипотезы, которая вроде бы не противоречила установленным фактам, а многие загадочные явления объясняла. Этнос — это пассионарное поле одного ритма, ибо у другого этноса свой ритм. Ребенок не только усваивает этническую традицию, но и встраивается в ритм этнического поля своего этноса. Его биологическое поле начинает колебаться в унисон с полями окружающих. Положительная комплементарность объясняется совпадением ритмов полей, отрицательная — их несовпадением, какофонией. Значит, при межэтнических контактах происходит что-то вроде интерференции. Гумилев считал, что таким образом объяснил не только комплементарность, но и, например, ностальгию, у которой, получается, есть не только психологические, а прямо биофизические причины. На самом деле некоторые факты плохо встраиваются в гипотезу этнических полей. Вот сам Лев Николаевич Гумилев, русский человек, имел отрицательную комплементарность, скажем, с немцами, судя по его впечатлениям от Германии. Допустим, что таких, как он, большинство, но ведь среди русских встречаются германофилы. С татарами и казахами у Гумилева была положительная комплементарность, но обо всех ли русских можно так сказать? При помощи гипотезы поля Гумилев попытался объяснить явление, хорошо известное еще в античности, но так и оставшееся загадкой — влияние сильной, по Гумилеву пассионарной личности на окружающих. Пассионарность обладает важным свойством — она заразительна. Это значит, что люди гармоничные, а еще в большей степени импульсивные, оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны. Но как только достаточное расстояние отделяет их от пассионариев, они обретают свой природный поведенческий облик. Гумилев приводил примеры преимущественно из военной истории. Наполеон при Лоди и на Аркольском мосту не только сам бросился на верную смерть, но и увлек за собой тысячи людей, которые в нормальном состоянии ни за что бы не пошли в столь рискованную атаку. Одно появление Суворова вызывало в войсках необыкновенный энтузиазм, как бы повышая их атакующую мощь. В конце жизни Гумилев по просьбе Владимира Мичурина, взявшийся уточнить понятие своей теории, сформулировал понятие пассионарной индукции яснее и проще. Изменение настроений и поведения людей в присутствии более пассионарных личностей. Пассионарная индукция пронизывает все этнические процессы, будучи основой всех массовых движений людей, инициаторами которых являются пассионарии, увлекающие за собой менее пассионарных людей. Таковы политические движения, крупные миграции, религиозные ереси и так далее. Нормальные, гармоничные люди не обязательно ведут себя как пассионарии, но главное, они попадают под влияние этих пассионарных личностей. Гумилев приводил в пример знаменитую речь Достоевского о Пушкине, но примеров можно привести множество. Считается, что Сталин никогда не был хорошим оратором. Его речи, как правило, банальны и малоинтересны. Однако не только речи Сталина, но даже само его появление вызывало реакцию, которую обычно называют массовым психозом, явление, необъяснимое одним лишь страхом. Он стоял немного утомленный, задумчивый и величавый. Я оглянулся. У всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его, только видеть, для всех нас было счастьем. К нему все время с какими-то вопросами обращалась Демченко, и мы все ревновали, завидовали, счастливая. Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы, серебряные, и показал аудитории с прелестной улыбкой. Все мы так и зашептали: «Часы, часы!» Он показал часы. И потом, расходясь уже возле вешалок, вновь вспоминали об этих часах.
Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова. Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. Это фрагмент из дневника Корнея Ивановича Чуковского. Почему же они с Пастернаком, серьезные, немолодые уже люди, превратились в восторженных обожателей маленького невзрачного тирана? Ведь Чуковский не помнит даже, сказал ли Сталин что-либо, или только молчал и показывал на часы. Воздействие Сталина было не в словах, а в чем-то другом, на первый взгляд, совершенно иррациональном. Сталин был, конечно, явлением экстраординарным, но такое воздействие на аудиторию не исключение. Есть и другие, пусть и не столь яркие примеры. Николай Заболоцкий не любил стихов Маяковского, но однажды, в начале 20-х, он оказался на выступлении Маяковского, который как раз читал свою поэму «150 миллионов». И здесь Заболоцкий не мог противиться темпераменту Маяковского, проявлявшемуся во время выступлений и особенно во время диспутов с противниками. Тогда Николай вместе со всеми аплодировал и даже одобрительно кричал, вспоминал друг Заболоцкого Касьянов. Но когда Маяковский уходил, волшебство исчезало, и Заболоцкий снова относился к Маяковскому холодно и даже смеялся над его поклонниками. Дмитрий Сеземан, насмешливый человек со скептическим складом ума, навсегда запомнил, как читала свои стихи Марина Цветаева. Было такое ощущение, что она жизнью отвечает за каждый стих. Я никогда ничего подобного не слышал. Марина Ивановна читала как на эшафоте, как Мария Стюарт на эшафоте, с невероятной напряженностью, и она отвечала головой за каждый стих. Это на меня произвело громадное впечатление даже тогда, хотя я был глупый мальчишка. Но ведь то же самое писали об Ахматовой. Когда я уходила от Ахматовой, часто к последнему поезду метро, особенно если она перед тем читала мне стихи, я шла ног под собой не чуя, даже и физически, с ощущением такого ликования, для которого я и сейчас не могу найти слов, вспоминала Ника Глен. Я не знаю физической природы этого феномена, как не знал его и Гумилев. Но Гумилев объединил явления, внешне различные, но имеющие, видимо, одну природу — поведение полководца или просто воина на поле боя, воздействие поэта на слушателей, оратора на толпу. Уже в этом его несомненная заслуга. Как и положено убежденному материалисту и позитивисту, он попытался найти научное объяснение, которое можно использовать как рабочую гипотезу. Как и в случае с природой пассионарности, Гумилев начал поиск в правильном направлении. Найти биологический и физический смысл пассионарной индукции и связать с психической деятельностью людей задачу ученых будущего. Для гуманитария гипотеза Гумилева не кажется ни противоречивой, ни невероятной. Она достаточно убедительна, логична и красива. По сравнению с ней привычные нам фразы «массовый психоз», «обаяние сильной личности» и тому подобное — только набор слов, не объясняющих вообще ничего. Вторая докторская. Однажды Наталья Викторовна Гумилева пожаловалась мужу. «Знаешь, Лев, что-то стало скучно. Чтобы нам такое придумать, как бы оживиться, все-то одни огорчения. Хочешь, я вторую докторскую защищу?» «Хочу». Вот так Наталья Викторовна простодушно приписала своему благотворному влиянию новую амбициозную затею мужа. Но им руководило не только тщеславие, а естественное для ученого стремление соединить свои мысли, разбросанные по статьям в научных журналах, в одной книге. Тогда пассионарная теория этногенеза, в черновом варианте, подготовленная уже в начале 70-х, явилась бы научному миру во всей полноте. Гумилев просто не мог не взяться за такую работу. Нет в моей душе покоя, и не по моей вине, а по вине моей природы. Хочу написать книгу, без этого мне жизнь не мила.
признавался он Борису Кузину еще в ноябре 1968 года. Мною руководило чувство, знакомое и вам, журналистам, публично высказаться, поделиться накопившимися мыслями, материалами, рассказывал Гумилев корреспонденту «Ленинградского рабочего» в 1988. Гумилев писал все свои статьи и книги от руки, затем их печатала машинистка. Когда она по какой-то причине отказалась работать, Наталья Викторовна решила помочь мужу. Она купила у своей московской соседки старую, начало XX века, пишущую машинку «Континенталь» и начала набирать диссертацию. Прежде Наталья Викторовна печатать не умела, поэтому учиться пришлось на ходу, текст отстукивать 2 пальцами. В то время Гумилев еще ходил в диссидентах, а поскольку он никогда не работал втайне и любил рассказывать друзьям и знакомым о своих идеях, то неудивительно, что вскоре пошел слух, будто Гумилев сочинил какую-то антимарксистскую работу. Наталья Викторовна была уверена, что ее муж находился под постоянным наблюдением госбезопасности. А тут стали еще бумаги пропадать. Уезжая из Ленинграда в Москву, Гумилев оставлял в ящике письменного стола записку: «Начальник, шманая клади на место и книг не кради. Л. Гумилев». В конце концов, с большими трудами, а потом и кровью, вся работа была напечатана, вспоминала Наталья Викторовна. На титульном листе этой рукописи впервые и появился заголовок «Этногенез и биосфера Земли». На кафедре и на географическом факультете Гумилева поддержали. Еще одна ученая степень научного сотрудника выгодна начальству, если только сотрудник не претендует на новую ставку. Гумилев, уже давно доктор наук, на новую ставку не претендовал. Ученая степень доктора географических наук была для него наградой нематериальной. Докторов наук много, но дважды доктор наук — редкость. А докторов, защитивших докторские диссертации не в смежных гуманитарных науках, допустим, в истории и филологии, а в гуманитарных — история и естественных — география, вообще трудно отыскать. 23 мая 1974 года Гумилев вышел на защиту докторской диссертации. Он, как всегда, был готов к бою. Защиту начал словами «шпагу мне». Ему подали указку. Но воевать оказалось не с кем. Оппоненты были солидны, но доброжелательны. 2 доктора географических наук, Мурзаев и Архангельский. И Алтухов, будущий академик, а тогда еще сравнительно молодой генетик, за год до Гумилева защитивший докторскую диссертацию. Ученый совет присвоил Гумилеву степень доктора географических наук, против был подан только 1 голос. Однако триумф сорвался. ВАК неожиданно отказался утверждать новую ученую степень ленинградского историка. Ему пришлось ехать в Москву, где, по словам Сергея Лаврова, Гумилев в ответ на вопрос «А кто же вы все-таки такой, историк или географ?», наговорил много лишнего и был провален. В Ленинград вернулся смущенный и несколько виноватый. Одновременно с отказом утвердить докторскую степень ВАК ввел Гумилева в специализированный ученый совет по присуждению докторских степеней по экономической и социальной географии. Это выглядит чем-то вроде утешительного приза. Но почему же не присудить и саму степень, если ВАК, очевидно, оценил профессионализм Гумилева? Решение ВАК основывалось на рецензии Юлиана Глебовича Саушкина, заведующего кафедрой экономической географии МГУ. Чистобаев называет Саушкина тогдашним лидером экономико-географической науки. Прежде Саушкин Гумилева хвалил и ставил его работы по исторической географии выше классических трудов Толстого. Но в своей рецензии Саушкин подчеркивает, что Гумилев историк, а не географ. Диссертация Гумилева ничего не внесла в географическую науку, не обогатила ее новыми научно доказанными положениями. В лучшем случае она показала направления и проблемы, еще ждущие своего научного решения. Не подлежит сомнению то, что работа вполне самостоятельна, написана ученым большой культуры с исключительно большой научной эрудицией, вызывающей всяческое уважение рецензента.
В этом отношении, несмотря на серьезные ошибки, она стоит выше многих докторских диссертаций, и если основной критерий – научная эрудиция и общая культура, то Гумилев есть доктор наук. Впрочем, он и есть доктор исторических наук. Но, повторяю еще раз, в географическую науку он должного вклада не сделал и даже уводит ее в сторону. Лев Николаевич считал, что Саушкин просто свел с ним счеты, ведь Гумилев еще в 1967 году критиковал взгляды Саушкина на страницах Вестника ЛГУ. Можно ли предположить такую злопамятность у гумилевского рецензента? Свою версию выдвинул ленинградский биолог Юрий Вахин. По его словам, научная общественность, видимо, речь шла не столько о географах, сколько о биологах, возражала против, мягко говоря, не строгого, а вернее дилетантского подхода Гумилева к биологической науке вообще, а особенно к генетике. Но открыть дискуссию с Гумилевым на защите эта научная общественность не решилась, зато привычными закулисными маневрами она добилась отрицательного решения ВАК. Сергей Лавров, друг и покровитель Гумилева, обращает внимание еще на одно обстоятельство. Льва Николаевича подвели благодушие и некоторая расслабленность. Автореферат диссертации был написан и оформлен так небрежно, что Лавров пришел в ужас. А ваковский номер специальности, по которой защищался Гумилев, 070010, «История науки и техники», совершенно не соответствовал теме и содержанию диссертации. Вероятно, чтобы оценить решение ВАК, надо вспомнить, какой год тогда стоял на дворе. Диссертацию Гумилева не утвердили в 1976-м, когда он уже начал превращаться из уважаемого советского ученого в скандальную, почти одиозную фигуру. Годом ранее Гумилев невольно спровоцировал большой скандал. Скандал в музее этнографии. История Тибета давно занимала Гумилева, хотя бы из-за военного, политического, а позднее и религиозного влияния этой высокогорной страны на историю Монголии, Китая и китайского западного края. К тому же у Гумилева был консультант, помощник и даже соавтор по одной из тибетских статей, уже известный нам востоковед и преподаватель тибетского языка Бронислав Кузнецов. Тибетские главы древних тюрков и несколько специальных статей, посвященных политической истории Тибета, тибетской религии Бон, древнетибетской картографии и даже стране Шамбале, из самых интересных и профессиональных у Гумилева. С Тибетом Гумилева связывала и одна давняя работа. Вспомним, как в 1949 году профессор Кюнер поручил своему ученику Гумилеву составить опись коллекции Агинского Датсана. Хотя этот буддийский монастырь и располагался в Забайкалье, но лучшая часть коллекции — литые статуи Будд и Бодхисаттв, буддийские иконы — имела тибетское или китайское происхождение. Опись Гумилев составил, деньги за нее получил, но по неопытности наделал много ошибок, о которых, вероятно, и не подозревал. Когда Гумилев получил от издательства «Искусство» предложение написать книгу о коллекции Агинского Датсана, то, конечно же, согласился, тем более что жанр, на первый взгляд, не требовал много работы. Старобурятская живопись состоит из сравнительно небольшого художественного альбома из 54 иллюстраций, статуй, картины на буддийские религиозно-мифологические сюжеты, составленный Гумилевым синхронистической таблицы «История Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии с Тибетом и Китая с Маньчжурией» и вступительной статьи «История, открытая искусством». Впрочем, тут надо сделать поправку. Вместо обычной вступительной историко-искусствоведческой статьи Гумилев написал увлекательное эссе об истории Тибета, буддизма, Бона и даже манихейства. Бон и манихейство к сокровищам Агинского Датсана отношения не имели, но ведь Гумилеву важнее была его мысль, а не картины и скульптуры, которые в лучшем случае годились на роль иллюстраций, да и то не всегда. Гумилев был ученым-историком, а не искусствоведом. Рассуждения Гумилева
о тибетском буддизме и особенно о Боне как варианте митраизма были интересны, оригинальны и не вызывали возражений у востоковедов. К тому же Гумилев, работая над статьей, консультировался с Борисом Ивановичем Панкратовым, синологом и специалистом по буддизму. К сожалению, он не догадался показать Панкратову иллюстрации и свои комментарии к ним. В 1975 году книга Гумилева вышла из печати, и только тогда престарелый, Панкратову было 84 года, востоковед обнаружил, что Гумилев совершенно не разбирается в тибетской иконографии. 10 июня 1976 года в конференц-зале Музея антропологии и этнографии Панкратов выступил с разоблачением Гумилева. В 54 иллюстрациях Панкратов нашел 20 ошибок. Например, на одной из картин Архат, ученик Будды, сидит на албоках, специальных подушках, а Гумилев решил, будто Архат сидит на книгах. Позолоченное изображение зеленой тары, в буддизме благое существо, помогающее людям, наподобие Богоматери в христианстве, Гумилев назвал золотой тарой и так далее. Скандал состоялся. Зал был полон, так что свидетелей оказалось больше, чем достаточно. Сотрудники музея были потрясены. Книга Гумилева — пятно для востоковедов. Дефектные описи составлены были 30 лет назад. Мы благодарны Борису Ивановичу Панкратову, воскликнул этнограф Волчок. Такие несообразности в иллюстрациях. Нельзя допустить, чтобы эта книга Гумилева попала за рубеж, горячился востоковед Рудой. Гумилев оправдывался. Он ориентировался на справочную литературу, однако негодующий Панкратов тут же ответил: в иконографии каждая лыка в строку. Описывая иконы, нужно пользоваться консультацией специалистов, а не старыми справочниками. Наконец, некто «лысый» в кавычках, Ломакина, сохранившая для нас запись этого обсуждения, не знала его имени, с запальчивостью обратился к автору книги. Если у вас есть совесть, Лев Николаевич, вы должны добиться, чтобы работа, проделанная Панкратовым, была обнародована. Как? Так же, как добились, чтобы напечатали вашу книгу с такими ошибками. Также добейтесь и этой публикации. Гумилев просто не ожидал, что дело примет такой оборот. Он готовился говорить о Махаяне, Хинаяне, Боне, даже о манихействе, но иконографии он, скорее всего, не придавал значения, так что удар застал мастера научных дискуссий врасплох. Сначала он пытался защищаться, но позиция оказалась слишком слабой даже для такого опытного бойца. Его финальная реплика эмоциональна, но сумбурна, что вообще не характерно для Гумилева, которого всегда отличали логика, ирония и умение защитить практически любое, пусть и самое спорное утверждение. Я считаю, что это провокация. Пусть попробует Панкратов это напечатать. Ни искусство, ни другие издательства этого не сделают, им подавая печатные авторитеты. Борису Ивановичу давно пора не выступать, а писать и печатать. Унзо вайтер. Даже друг Гумилева Юрий Ефремов, рецензировавший старобурятскую живопись для природы, признал: аннотационная часть книги отражает уровень научных требований 30-летней давности. Это была еще очень мягкая, беззубая критика. Несколько жестче, но и точнее был специалист по кочевому искусству Джангар Бадмаевич Пюрвеев в журнале «Искусство». Перечислив несколько довольно грубых ошибок Гумилева, рецензент заметил: ценность работы не в аннотациях к иконам, заимствованных из общеизвестных источников Грюнведеля и Гетти, а в оригинальном исследовании первой части книги, где автор прослеживает судьбу иконописной традиции, прошедшей от Индии до берегов Байкала. Добавлю от себя: ценность в оригинальном и блестящем исследовании по истории религии. С идеями, высказанными Гумилевым в 1975 году, мы встретимся еще не раз. Универсальное оружие. В декабре 1974 года, за полгода до скандала вокруг старобурятской живописи, «Вопросы истории» напечатали статью Виктора Ивановича Козлова
о биолого-географической концепции этнической истории. Это была уже третья антигумилевская статья Козлова. Первая, как мы помним, вышла в «Природе» в 1971, вторую опубликовала «Советская этнография» в 1973. Но третья статья была совершенно особой. Не уверен, что ее можно даже назвать полемической. Это иной жанр. Судите сами. Развитие марксистской исторической науки неизменно сопровождается острой идеологической борьбой против идеалистических и вульгарно-материалистических концепций. К числу последних относится географический детерминизм. После открытия Марксом и Энгельсом общих законов исторического развития, реализующихся в деятельности людей, положительное значение географического детерминизма полностью сходит на нет, а сам он используется главным образом для обоснования геополитических и других реакционных концепций и учений. Обвинение в географическом детерминизме было самой малой виной Гумилева. За ним нашлись преступления и пострашнее. Более всего возмутило Козлова как раз самое замечательное в работах Гумилева — теория межэтнических контактов. В самой идее Гумилева о естественности и непреодолимости межэтнических противоречий Козлов увидел едва ли не оправдание фашизма. Своей концепцией этнической истории Гумилев по существу оправдывает жестокие завоевания и кровопролитные межэтнические конфликты. В чем же виноваты Чингисхан, Наполеон или Гитлер, и главное, при чем тут феодальный или капиталистический строй, если пассионарная, в кавычках, активность таких «героев», в кавычках, была вызвана биологическими мутациями, а сами они и поддерживающие их группы, проводя завоевательные войны, следовали лишь биогеографическим законам развития монгольского, французского или германского этносов. Гумилев редко пользовался термином «социалистическая нация». Козлов не преминул это отметить. Гумилев печатался в американском журнале «Soviet Geography». Козлов многозначительно заметил, статьи Гумилева охотно перепечатываются в буржуазной прессе. Даже безвредную, казалось бы, идею об этносе как процессе, возрастах этноса Козлов истолковал так, будто Гумилев писал о неравенстве этносов. Что же тогда говорить об этнических химерах? Здесь Козлов прямо переходит на язык, абсолютно далекий от научного. Гумилев по существу оправдывает национальную сегрегацию и евгенические законы о запрещении национально смешанных браков, как это делают наиболее реакционные националистические и расистские партии буржуазного общества. В целом, заключает Козлов, развиваемые Гумилевым идеи не согласуются с историческим материализмом. Многие из этих идей ведут к ошибочным выводам, усугубляемым тем, что они затрагивают очень щепетильную область, связанную с этническими отношениями и национальным вопросом, то есть с областью, которая является объектом постоянной и острой идеологической борьбы. В советских научных спорах марксизм-ленинизм был чем-то вроде безотказного универсального оружия большой убойной силы. Обвинения в немарксизме, в переходе на позиции буржуазной идеологии переводили оппонента в статус диссидента. Перед ним закрывались двери издательств и редакций научных журналов. В худшем случае можно было и работы лишиться. Виктор Иванович должен был предвидеть все последствия своей статьи. Между прочим, даже сам Лев Николаевич не чуждался этого оружия и применял его, например, против ненавистного Бернштама. Если в сталинские времена ученые сажали ученых, то теперь ученые просто уничтожали своих оппонентов, не всегда разбирая средства. Свобода творчества в советской исторической науке до сих пор вопрос спорный. С одной стороны, после смерти Сталина возродились научные дискуссии, советских ученых начали понемногу выпускать на международные конгрессы и симпозиумы. В университетах до 90-х годов в обязательном порядке изучали статью Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Но профессиональные историки первобытности уже с конца 50-х соглашались, что ни матриархата как особого этапа в развитии человечества, ни группового брака в истории не было.
марксистский контроль над исторической наукой был неравномерен. Византистам жилось легче, чем специалистам по новейшей истории Запада, а история Киевской Руси была политизирована несравненно меньше истории СССР. Строже всего официальная наука контролировала вопросы истории XX века, особенно такие болезненные, как революция 1917-го, пакт Молотова-Риббентропа, 1941 год. К ним пускали только избранных, хорошо проверенных партийных историков. Любая ересь незамедлительно каралась. Александр Некрич, секретарь партийной организации Института всеобщей истории, после своей книги 1941 «22 июня» немедленно превратился из преуспевающего ученого в изгоя советского научного мира. Некрича исключили из партии, что для партийного историка было своего рода анафемой. В конце концов он эмигрировал. Его книгу изъяли из всех библиотек. Но Александру Моисеевичу еще повезло. Травля в СССР обернулась успехом на Западе, многочисленными переводами на европейские языки. Намного печальнее сложилась жизнь Виктора Холодковского, крупнейшего в СССР специалиста по истории Финляндии в XX веке. Однажды этот высокий, нескладный, даже внешне похожий на Дон Кихота сотрудник Института всеобщей истории произвел сенсацию. На каком-то международном симпозиуме он заявил, что Зимняя война была вызвана сталинской агрессией против Финляндии. Холодковского уволили из института, он вынужден был зарабатывать на жизнь расклеиванием газет. Теория и методология истории были политизированы основательно. Тут исследователь должен был постоянно держаться верного курса. Многие темы вообще закрыли для исследования. Даже самая безобидная работа могла стоить автору карьеры. Верхом теоретической смелости считалась вялотекущая дискуссия между ортодоксальными и неортодоксальными марксистами-востоковедами. Первые отстаивали сталинскую, точнее заимствованную Сталином у Струве, концепцию 5 общественно-исторических формаций, пятичленку. А вторые утверждали, что на Востоке вместо рабовладения и феодализма господствовал азиатский способ производства, АСП. Власть и собственность принадлежали государству, а население представляло собой совокупность бесправных податных сословий. В пятичленку азиатский способ производства не вписывался, но обвинить сторонников этой марксистской ереси в антимарксизме было затруднительно, потому что азиатский способ производства придумал именно Маркс. Лев Гумилев до 1974 года счастливо избегал преследований. Правда, со временем Гумилеву приходилось уже пробивать свои статьи, но у него были влиятельные друзья и просто доброжелатели. По иронии судьбы, одним из них оказался известный полярник, вице-президент, а с 1977-го президент географического общества Алексей Федорович Трешников, директор того самого Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, что некогда выжил Ахматову из фонтанного дома. Позднее помогал Гумилеву физик Владимир Николаевич Красильников, с 1981 года занимавший в ЛГУ высокую должность проректора по науке. Кроме того, и сам Лев Николаевич, опытный боец, мастер научных споров, умел пробивать свои труды. Профессор Жалковский вспоминает разговор Гумилева с заместителем главного редактора журнала «Народы Азии и Африки», ведущим научным сотрудником Института востоковедения Григорием Григорьевичем Котовским, сыном легендарного налетчика и красного командира. Жалковский пришел тогда в редакцию узнать о судьбе своей статьи. Дело было в 1969 году. Жалковского пригласили в редакцию на всякий случай, если возникнут вопросы. Вопросы не возникли, а статья пошла в печать, но, услышав имя Лев Николаевич и догадавшись, о ком идет речь, Жалковский решил остаться и услышал интересный разговор. Гумилев пробивал статью «Место исторической географии в востоковедных исследованиях», посвященную даже не теории, а методологии истории. Статью Лев Николаевич завершал рассказом
об историоскопическом методе. Работа историка проходит на нескольких уровнях, степенях приближения. Первый – история человечества как целого. Она развивается спонтанно, по спирали, нижний конец которой теряется среди гоминид, освоивших огонь и технику каменных орудий, а верхний уходит в будущее. На протяжении видимой части спирали просматриваются три явления: демографический взрыв, технический прогресс и смена социально-экономических формаций. Второй уровень – этносфера. Это, собственно, уровень этнической истории, где заметно развитие этносов и суперэтносов, подъем одних и упадок других. Третий уровень – история одного народа. Четвертый – история отдельной эпохи. Пятый – жизнь отдельного человека. Что не марксистского в этой схеме? Пожалуй, она вовсе не противоречит историческому материализму, тем более и ссылка на смену социально-экономических формаций есть. Но Котовский-младший был все-таки недоволен. У Гумилева не хватало применения классовых историко-материалистических критериев. Котовский не отказывал Гумилеву, но мягко, дипломатично требовал переделать. Однако Гумилев переделывать отказался. Он заговорил со столь невозмутимым спокойствием, что я ему немедленно позавидовал, вспоминает Жалковский. За его преувеличенной восточной любезностью стояла не только бескомпромиссная ахматовской закалки твердость, но и вызывающая, пусть символическая, апелляция к насилию, в которой сказывался то ли киплинговский налет, унаследованный с отцовскими генами, то ли собственный зэковский опыт. Благодарю вас, глубоко уважаемый Григорий Григорьевич, за незаслуженно лестное мнение о моем скромном опусе. И вы абсолютно правы насчет классового подхода, каковой в нем действительно не нашел применения. Дело в том, что меня интересуют исторические закономерности более общего порядка. Если, скажем, взять какого-нибудь человека, поднять его на самолете на высоту в несколько тысяч километров над каким-нибудь пустынным местом и сбросить оттуда вниз, то можно с более или менее полной достоверностью предсказать, что, ударившись о песок, он разобьется насмерть. И для того, чтобы прийти к этому научному выводу, вовсе не требуется учет классовой принадлежности этого человека и социальных взаимоотношений между ним и владельцами самолета. Даже современному читателю ответ Гумилева представляется логичным, аргументы же совершенно неотразимыми. Но в ответе был и скрытый смысл, который раскрывает для нас Жалковский. Незадолго до этого разговора в Саудовской Аравии опробовали модернизированный способ казни – сбрасывание с самолета. Мир был потрясен, а советские люди узнали кое-что новое об арабах. Сообщение, попавшее в советскую прессу, было крайне неудобным с официальной, подчеркнуто проарабской точки зрения. Статью Гумилева без изменений напечатали в первом номере «Народов Азии и Африки» за 1970 год. Между 1959 и 1975 годами Гумилеву удалось напечатать практически все, что он написал, а ведь напечатать книгу в издательстве «Наука» было очень трудно. Даже историки куда более благополучные, чем Лев Николаевич, порой предпочитали не связываться с наукой. Книги Арона Гуревича «Наука» печатала, но свои знаменитые категории средневековой культуры Арон Яковлевич предпочел отдать издательству искусства. А вот у Гумилева до 1975 года все книги выходили именно в системе главного академического издательства. Тем тяжелее он будет переживать новый период своей жизни. В следующий раз «Наука» напечатает его книгу только в 1990 году.